одном из мероприятий, ну, таких достаточно узких мероприятий, один достаточно высокий руководитель из правоохранительных органов, ну, вероятно, в шутку, да, там как бы сказал, что в умелых руках пьяный сантехник и рулон туалетной бумаги будут достаточными доказательствами для обвинения кого-либо в чем-либо. Это шутка. Она почему-то не запомнилась. И особенно это актуально сейчас. Так вот, позавчера, когда зачитывалось обвинение прокурором, было зачитано и сказано, и перечислено достаточное количество документов, якобы предъявленных компанией ICT, которые подтверждают трудоустройство Полины Николаевны Головановой на предприятие ICT. Ну, у нас есть закон, есть трудовой кодекс, в котором черным по белому написано, что любой трудовой договор считается заключенным с момента его подписания. Без того, как подписан документ, он не имеет никакой силы, ни юридической, никакой. Ну, во-первых, не представлено заявление о приеме на работу. То есть его просто нет. А теперь что представлено? Том 9, лист 75, 76, 77. Извините, даже 78. Трудовой договор без номера, без числа. Есть только одно. 12 июня 2007 года. Что в конце трудового договора? На последнем листе. На последнем листе ни подписи, ни числа, ни печати, ни Полины Николаевны, ни Ручьева, ничего. Вообще ничего нет. И когда прокурор говорит, что в документах, которые подтверждают принятие, является копия чего? Копия распечатанного листка, который, я не знаю, где его распечатали. Тут даже подписи нет. Никому вообще подпись, просто распечатанный листок бумаги. Мало того, есть здесь паспортные данные. Есть паспортные данные. Я прошу суд особое внимание посмотреть на эти паспортные данные. Потому что после этого идет следующий документ, который обязан быть. Это приказ о приеме на работу. Том 9, лист 67. Это такой же пустой документ. Такой же пустой документ. В нем единственное есть дата 12.07. Она совпадает с предыдущим, якобы документом. Я не знаю, как его назвать. Тут есть фамилия, имя, отчество. Тут есть написано, что трудовой договор от 12 июля 2007 года и номер приказа, номер 98. Там у нас ничего не было, но здесь он появляется, номер 98. Все, ни подпись, ни печать, никого, ни Ручьева, ни с приказом ознакомлен. Тоже обыкновенная распечатка. Но здесь, правда, есть штампик, копия верна, Следственный комитет и так далее, и так далее. Да, там как? Копия чего верна? Копия чего верна, понимаете? То есть, как? На остальных документах там тоже есть копия верна. Вы знаете, когда у меня сыну было 3 года, да, там, он любил баловаться и ставил вот эти штампики. Ему это очень нравилось, он от этого смеялся. Да, там, как бы, штампики с коровками, там, да, там, как бы, ну, с птичками, еще. Он смеялся. Да, там, как, я не верю, чтобы следователь Тарамбункин ощущал такую же радость, как мой 3-летний сын, когда ставил эти печати. Следующий документ. Том 9, страница 71, страница 72. Договор о полной материальной ответственности. Но здесь уже число. 4 сентября 2006 года. Не 7-го, 6-го. В 6-м я, опять же, по словам представителя обвинения Ручьева, я с ним еще знаком не был. Дальше. Все то же самое. Все пусто. Тоже 6-й год, 4 сентября. Но, Ваша честь, паспортные данные здесь другие у Полины Николаевны. Они изменились. Они просто изменились. Это уже другие паспортные данные. Их можно сравнить, это элементарно. Уже другие паспортные данные, другие числа. То есть даже за этим
не могли проследить, когда распечатывали, неизвестно где. Дальше идет личная карточка работника. Она обязательно должна быть оформлена. Она обязательно. Том 9, страница 78, 79, 80, 81, на которой написано дата составления 12 июня. Не июля, а 12 июля. Июнь — это уже третья дата, которая абсолютно не совпадает с первоначальным. Повторение: 12 июня. Есть имя Голованова Полина Николаевна. Опять же, копия верна. Все пусто, даже не заполнено вообще остальное ничего. Вообще ничего не заполнено. Также не заполнено, но ваша честь, здесь идут уже третьи данные паспорта. Уже третьи данные паспорта Головановой Полины Николаевны. Абсолютно отличающиеся от первых двух. Пусто, пусто, ни одной подписи, и везде копия верна. Копия верна чего? Чего копия-то верна? Журнал регистрации приказов о приеме на работу, о переводе, увольнении и перемещении. Том 10, страницы 55, 56, 57, 58. Ну, основы кадровой службы не буду говорить. Журнал что-то может быть только один. Да, там, то есть, ну, это понятно. И он должен был быть оформлен. Ну, просто хотя бы должны быть входящие данные и так далее. Чего здесь вообще нет. Ну, просто нет. Ну, просто вот. Я не знаю почему, да, там, может вообще этого предприятия не существовало, я не знаю, да, там, но интересно другое. Да, там. Мы открываем. В номере приказа стоит уже номер приказа 144, а не 98. Ну, бывает. В числе стоит 04.07.07, это уже четвертая дата. О приеме на работу Головановой АА. Это четвертый человек, которого вы принимали на работу по моей просьбе. Но я столько не знаю. Дальше уйдет журнал учета личных дел. Том 10, страница 82, страница 83, 84, 85. Журнал учета личных дел, копия верна, это однозначно. Без этого никак нельзя. Пустой, незаполненный, распечатанный непонятно где. При этом, опять же, журнал учета личных дел. Опять же, основы, он может быть только один. Но почему-то здесь есть два варианта журнала. Один незаконченный, когда 22 человека работает на предприятии, а потом начинается новый, на котором работает уже 29, тоже незаконченный. Ну, как-то вот так, да, там как бы. То есть то ли два предприятия, то ли еще что-то. В первом журнале учета Головановой Полины Николаевны нет. Во втором она тут же на втором месте. Она появляется вдруг ниоткуда. Хотя журнал учета он ведется с начала работы предприятия и заканчивается его закрытием. И не может быть второго журнала, третьего, четвертого. Он один. Здесь их два. И везде копия верна. Более того, если сравнить со штатным расписанием, то оно вообще не совпадает со штатным расписанием. Ну, то есть, какие должности здесь написаны. А я вам зачитаю, какие должности здесь. Еще раз говорю, компания сети занимается строительством. Только строительством. Я читал ее устав, я читал все, там, чем они могут заниматься, она занимается строительством. Что здесь у нас получается? Ну, согласно штатному расписанию, да, там как бы. И, во-первых, значит, в каждых, кто главный бухгалтер Антонова, здесь главный бухгалтер Канцерова, там вообще Горбунова, там, они, ну, то есть фамилии просто меняются независимо ни от чего, ни оснований, ничего, все, да, значит, но есть там. Помощник генерального директора, которого я вообще не нашел ни в одном штатном расписании, но и здесь есть. Есть какие-то там начальники ПТО, которых нет, заместитель начальника ПТО, которых в штатном расписании нет. Но, понимаете, то есть, как бы, самое идиотичное, что здесь есть такая должность. Она называется главный врач. Она называется главный врач. Я не шучу. Вот вы поймите, да, там как бы. 18-й пункт. Главный врач.
строительной организации. Это строительная организация, извините, или главный врач там просто всех убеждает, что они строители.